Также в эти дни в республике с рабочей поездкой находится новый президент Алроса Андрей Жарков. Накануне он встретился с главой региона Егором Борисовым и обсудил социально-экономическое развитие Якутии. Отметим, что это первая рабочая поездка Андрея Жаркова по республике и северным площадкам. Он уже посетил производственные и социальные объекты Удачного, а также провел встречу с руководителями и представителями трудовых коллективов города. Тему продолжит Ирина Балкова. Исполняющий обязанности директора Удачнинского ГОКа Сергей Павленко рассказал о том, как начиналась разработка карьера и о стадии завершения открытых горных работ. Как мы уже отмечали ранее, их планируют закончить в конце июля текущего года. Далее рабочая группа проследовала на строящийся наземный комплекс подземного рудника «Удачный», где посетила административно-бытовой комплекс. Президента интересовало в первую очередь обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. В этой связи, как отметили специалисты, руководством комбината проделана большая работа. И на сегодняшний день трудовой коллектив ГОКа в полной мере обеспечен всем необходимым. Заместитель главного инженера Удачнинского ГОКа по горным работам Игорь Фоменко рассказал о всех уровнях контроля и способах защиты на руднике. Следующим пунктом посещения была автобаза технологического транспорта номер 3, где президенту продемонстрировали работу шарнирно сочлененных автосамосвалов на дистанционном управлении и рассказали о необходимости их применения в условиях карьера «Удачный». После посещения производственных объектов специалисты ознакомили Андрея Жаркова с инфраструктурой города. Андрея Жаркова также интересовала кадровая политика городской больницы. Глава муниципального образования Мирнинский район Ришат Юзмухаметов рассказал, какая работа ведется сегодня в этом направлении. Однако пока проблема остается. И в настоящий момент укомплектованность составляет 65%. На ледовой арене «Снежинка» всех специалистов приветствовала самая младшая группа секций по хоккею с шайбой. Далее в управлении ГОКа состоялось знакомство с начальниками цехов и главными специалистами комбината. В заключении президент акционерной компании «Алроса» рассказал о своих впечатлениях и высказал надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Те задачи, которые стоят перед коллективом, перед фабрикой и перед добывающей единицей, бесспорно, компания рассчитывает на то, что все эти планы будут выполняться. Почему? Потому что они крайне важны с точки зрения выполнения целевых показателей общей стратегии компании. После знакомства с Удачным рабочая группа выехала в поселок Айхал.